بسم الله الرحمن الرحيم. دروس اللغة العربية. Уроки арабского языка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые друзья. На этом видеоуроке мы познакомимся с предлогами родительного падежа. По-арабски они называются хуруфуль джар. Любая арабская речь состоит из трех частей. Это аль-исм, это имена, аль-фи'аль, глагол, аль-харф, частица или предлог. В арабском языке имеется около 20 предлогов, после которых имя ставится в родительном падеже, аль-джар. Итак, мы перейдем непосредственно к изучению 4-го урока мединского курса. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تم بالخير. الدرس الرابع. 4-й урок первого тома мединского курса. Прежде чем начать 4-й урок, давайте ознакомимся с нашими правилами пояснения шарх хуруфуль джар. На этом уроке, как мы говорили ранее, будем затрагивать тему предлоги родительного падежа. Хуруфуль джар. Хуруфуль джар фи аля мин иля. Здесь дается пояснение, то есть это предлоги. Харф переводится на арабском языке как буква, но в данном случае, если идет речь о грамматике, то переводится как частица или предлог. Хуруфуль джар. Что такое хуруфуль джар? Предлоги родительного падежа. Таджурруль исм аллади ба'даха биль касра. То есть предлоги родительного падежа ставят имя в родительном падеже посредством касры. Допустим, Мухаммадун Мухаммед фил бейти. Частица фи переводится как в, внутри. Мухаммадун фил бейти, от слова бейтун, в конце ставится кясра. То есть Мухаммед находится в доме. Ясирун фил гурфати, в конце кясра. Ясир находится в комнате. Аминату фил матбахи. Амине находится на кухне. Аль-каламу аля-аль-мактабе. Частица аля, предлог аля, означает на или над поверхностью чего-либо. Аль-каламу аля-аль-мактаби. Ручка находится на столе. Ат-тифлю, ребенок, аля-сарири, на кровати. Ат-талибу, студент, ученик, аля-аль-курсиги, на стульчике. Хараджаль мударрис миналь фасли. Частица мин переводится из от. Допустим, учитель вышел, преподаватель вышел из класса. Хараджаль мударрису миналь фасли. Фатимату миналь хинди. Фатима из Индии. Хадаль каламу, это ручка, мин Мухаммадин, от Мухаммеда. Захаба Халид, Халид отправился куда? Иляль ма'хади, в институт. Захаба Алиюн, Али отправился куда? К директору. Иля, частица иля переводится к направлению. Али отправился к директору. Захаба талиб, студент отправился куда? Студент отправился иляль мирхат. Айна, вопрос айна суаль аниль макан. То есть частица айна переводится как где. То есть вопрос аниль макан. Макан это место. Айна Мухаммад. Где Мухаммад? Мухаммад фил гурфати. Мухаммад находится в комнате. Айна Фатимату. Где Фатима? Фатимату фил матбах. На кухне. Мада переводится что? Мада аля аль-мактаб. Что находится на столе? Аль-халаму аля аль-мактаб. Мада аля сарир. Что находится на кровати? Ас-саату аля сарири. Часы находятся на кровати. Мада аля аль-мактаб. Что находится на письменном столе? Нельзя сказать. Мухаммад аля аль-мактаб. То есть мада вопрос для неразумных существ. Также даются, то есть по сути имена, женские имена, собственно, не принимают танвин.
допустим, Мухаммад. Мухаммад это мужское имя. А Аишату, женское имя, оно никогда не принимает танвин дамму. Аишатун, Аишатин, Аишатан. То есть танвин не принимает. Всегда будет без танвина. Аммарун принимает, так как это собственное имя мужское. Аминату в конце танвин не принимает. Марьяму, Фатиматун. Нельзя сказать Аишатун, Аминатун, Марьямун, Фатиматун. Любое имя, в принципе, любое имя женское, собственное имя, не принимает танвин. Здесь даются слова к 4 уроку. Эйна переводится где. Гурфатун. Комната. Множественное число гурафун. Хуа он. Фи в. То есть что-то в чем-то. Хаммам. Туалет. Матбах. Кухня. Анта. Ты. Мужской род. Аль-Ябан. Ана. Я. Ассину. Китай. Аль-Хинду. Индия. Хараджи. Выходить. Мудир. Директор. Сукун. Асвак. Базар, рынок, харф, хуруф, предлог. Самаун, небо, самават, небеса. Фаслун, класс, джамиат, университет, саатун, часы, ручные часы. А теперь непосредственно перейдем к нашему уроку. Ад-дарсу рабиу, 4 урок. Аль-бейту, филь-бейти. Как мы видим в конце, касра. Аль-масджиду, мечеть, филь-масджиды, в мечети. В конце дается касра. Аль-мактабу, письменный стол, над письменным столом, или же на письменном столе, аль-мактаби. То есть дамма превратилась в касру. Ас-сариру в конце дамма на кровати, аля-сарири. Эйля Мухаммад, где Мухаммад, хуа фил гурфати, где Мухаммад, Мухаммад в комнате. Эйна Ясир, хуа фил хаммами. Уайна Аминату, где Амина, Эмине, хия фил матбахи, она на кухне. Эйна аль-китабу, где книга, хуа аля аль-мактаби, он на письменном столе. Эйна саату, где часы, хия аля сарири, они на кровати. Аджиб аниль ас-илятиль атия, нужно здесь ответить на вопрос. Допустим, первый вопрос, эйна аль-китабу, где книга, можно ответить по контексту. Эйна аль-китаб хуа аля аль-мактаб. То есть здесь можно так написать. Хуа аля аль-мактаби. Второй вопрос. Эйна Мухаммад. Где Мухаммад? Мухаммад находится в комнате. Отвечаем. Хуа фил гурфати. На вопрос. Эйна Мухаммадун. Записываем. Хуа фил гурфати. То есть в первом упражнении нужно ответить просто на эти вопросы. Во втором упражнении икра, прочитай, вактуб, запиши, маа, вместе датты авахир калимат, соблюдая, так скажем, правила конечных огласовок. Аль-мадрасату будет танвин, будет просто дамма, раз элиф лям добавилась, частица определенного артикля в арабском языке, танвин выпадает, просто будет дамма. Но если есть харфи джер, вот, предлог родительного падежа, то в конце ставится касра. То есть такой знак и. Филь мадрасати, в школе. Фи доме. Фи аль-бейти. В конце касра. Аль-бейту будет просто дамма. Без предлогов родительного падежа. Аль-гурфату будет просто дамма, так как нет предлогов родительного падежа. Фильмат ба хи. Аль-мактабу просто дамма. Аль-мактаби в конце касра из-за частицы, из-за предлога аля. Аль-курсии будет в конце касра. Ас-сариру будет просто дамма, так как нет предлогов родительного падежа. Следующее задание нужно просто прочитать и записать. Ат-талибу фил джамиати. Студент в университете. Ар-раджулу фил масджиди. Тут даются имена, собственные имена мужского рода.
мужские имена, женские имена. Аминату, как мы говорили, собственные имена женские не принимают танвин. То есть везде просто дамма. Следующее задание нужно прочитать, опять же, соблюдая правила, так скажем, конечных огласовок. Хамидун. В конце будет танвин дамма. Зейнабу будет просто дамма. То есть имена, как мы знаем, Рукайяту, Софияту, Хатиджату, Аишату, Марьяму, никогда не принимают танвин. Аммарун — это мужское имя, оно принимает танвин. Дамма. Саидун, танвин, дамма. Фатима — это просто дамма. Марьяму, нельзя сказать Марьямун, Марьяму. Алиюн, собственное имя мужское, принимает танвин дамма. Халидун принимает танвин дамма. Аббасун также принимает танвин дамму. Аиша — это просто дамма. Мухаммадун принимает танвин дамму. Софияту просто дамму. Хатиджату просто дамму. Мин аль-бейти, аль-бейту дом, из дома, мин аль-бейти в конце, как мы видим, касра. Аль-масджиду мечеть, к мечети или аль-масджиди в конце касра. Аль-мударрис, мин айна анта, откуда ты? Ана мин аль-ябани, я из Японии. Учитель говорит, айна, ва мин айна Аммар, откуда Аммар? Хуа мин ас-Сини, он из Китая. Мухаммад хуа мин ас-Сини, он из Китая. Слово «сын», арабское слово «сын» переводится как «Китай». В принципе, слово «апельсин» голландцы позаимствовали у китайцев. «Сын» — Китай, «apple» — это яблоко, китайские яблоки. То есть русский язык позаимствовал у голландцев. Апельсин в переводе, в принципе, означает как китайские яблоки. А «сын» — Китай. Аль-мударрису, преподаватель, говорит, «Вамин айна хамид». «Вамин айна хамид». Откуда Хамид? «Хуа мин аль-Хинди». Он из Индии. Аль-мударрис айна Аббасун. Где находится Аббас? Хараджа. Вышел. Мударрис айна дахаба. Куда отправился? Дахаба иля аль-мудири. Отправился к директору. «Ва айна дахаба Али». А Али куда пошел? Отправился. «Дахаба иля аль-мирхат». Он отправился в туалет. Аджиб анил ас'илатил атия. Нужно здесь ответить на следующие вопросы. Опять же, опираясь на диалог. Допустим, первый. Мин айна анта. Можно ответить. Ана мин аль-Ябани. Второй вопрос. Анта мин аль-Филиппин. Ты из Филиппина ли? Можно сказать, да, я из Филиппина, или нет. Ана мин Русия. Я из России. Ман мин ас-Син. Кто из Китая? По контексту. Кто у нас из Китая? Мин ас-Син. Аммар. Аммар мин ас-Син. Во втором задании нужно прочитать и переписать, соблюдая, опять же, эти огласовки. Аль-Гурфа ту просто дамма. Аль-Гурфа ту. Мин аль-Гурфа ти уже в конце кесра. Мин аль-Хаммами в конце кесра. Аль-Мирхаду просто дамма. Или аль-Мирхады. Из-за вот этих предлогов или да, мин переводится из, от. Имя существительное в конце ставится касра. Или сыни, допустим, в Китай. Из Индии, миналь хинди. А если нет этих предлогов, то не ставится, соответственно, касра. Аль-Ябану, Аль-Филиппину. В третьем задании нужно просто прочитать и переписать. Мин айна Фатимату хия миналь хинди. Дахабат таджиру. Бизнесмен, торговец отправился куда? Иля дукани, в ларек. Хараджаль мударрису, преподаватель, вышел миналь фасли из класса. Вадахаба иля мудири, отправился куда? К директору. Хараджа Хамид, Хамид вышел откуда? Из комнаты. Миналь гурфати. Вадахаба иля хаммами. Ман хараджа миналь фасли, кто вышел из класса? Хараджа талиб миналь мадраса, студент вышел из школы. Вадахаба иля сук, и отправился на рынок.
четвертом задании нужно просто расставить предлоги родительного падежа, которые будут соответствовать по смыслу. Мин переводится из, мы сказали, иля переводится к направлению к чему-либо, фи внутри помещения, аля на или над поверхностью чего-либо. Аль-китаб, книга, нужно сказать, на столе. На будет аля. Пишем вот этот предлог. Аля. Аля мактаби. Ат-талибу, студент, нужно сказать, находится в классе. Фи фасли. Фи фасли. Дахаба Хамид. Хамид отправился куда? Иляль джамиати, в университет. Хараджаль мудир, директор вышел из школы. Миналь мадрасати. Дахаба Мухаммад. Мухаммад отправился из Китая. Минассин. Минассин. Иля куда? Куда? Иляль Ябан, в Японию. Иляль Ябани. Аль-калиматуль джадида. Здесь даются новые слова. В принципе, эти новые слова мы в начале урока объяснили их значение. И в конце четвертого урока дается такое правило. Фи аля мин иля. То есть предлоги фи, предлоги аля, предлог мин, предлог иля. Мин хуруфуль джар являются предлогами родительного падежа. То есть в конце ставит касру. Фи аля мин иля мин хуруфуль джар. На этом урок подошел к концу. Акулю хада ва настагфируллах ва натубу илейх. Ва ахиру да'вана алхамдулиллахи раббил аламин.